27 отцов Башкортостана получили общественную награду «Отцовская доблесть». Церемония прошла в этом году второй раз. Обсудим подробно прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Рамиль Рахимов. Рамиль Насибулович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, во второй раз состоялась церемония. В чем особенности в этом году? Как вы в целом оцениваете, как проходила подготовка к конкурсу, ну и сама непосредственно процедура отбора победителей? Вообще этот конкурс, он был задуман Общественной палатой еще прежнего созыва, и они проводили награждение. Вот в прошлом году там тоже была сложная ситуация с коронавирусом, но и в этом году она не менее сложная. Тем не менее, нам удалось ее немножко изменить, сделать более, наверное, торжественной, как мы и хотели. А вообще этот конкурс очень интересный, и он, в общем-то, наш такой башкирский, мы его придумали в нашей республике, Общественная палата, ну там были инициаторы, есть люди, кто предложил, вообще об этом долго вот рассуждали, много, и потом рассуждали много, как мы поняли, в Российской Федерации, и вот как бы сон в руку, да, вышел указ президента Российской Федерации о праздновании Дня Отца. То есть это, в общем-то, идея, которая витала в воздухе. Вот, я потом расскажу, почему она витала, но у нас шел... Нет, давайте сначала об отборе все-таки, потому что я возглавлял эту комиссию временную, которая, в общем-то, работала. У нас было подано 184 заявки с 47 районов. Это люди уже победили. Вот будем так считать, что не только 27, а вот эти 184, потому что их на уровне районов уже отобрали, понимаете? Там была очень сложная работа, большая, и то, что мы материалы получили, их расследовали, мы с каждой биографией знакомились, и я вам хочу сказать, что это несколько дней потребовалось прочитать каждую биографию, рассмотреть все документы, фотографии, там, грамоты и так далее, и так далее. Вот. Затем мы обсуждали, и мы встречались на рабочих заседаниях. Мы предполагали очень разное, потому что есть дипломанты наши, те 184 человека, это люди очень разные, разных возрастов, разной жизни, у всех своя жизнь, интереснейшая. И мы, конечно, пошли сразу по такому пути, что это не награда за многодетность. То есть понятно, что многодетные отцы, они у нас есть, они награждены, и это настоящие герои, молодцы и прекрасно, но это не чисто такая вот биологическая, что мы решаем там демографические проблемы, или мы вот тех детей, которые оказались, к несчастью, без родителей, вот они обрели свою семью. И для нас главным была позиция гражданственная. Вот это именно отцовская доблесть, это отец, это человек, который в своем селении, поселке, в городке, деревне признан как отец, тот, кто занимает активную гражданскую позицию, тот, кто детей вводит в общественную жизнь, тот, кто дает, собственно говоря, отцовское плечо своим и другим детям. А мы, сразу исходя из того, что награда будет идти по более такой теме гражданственной, решили в этом году разработать нагрудный знак, это значок небольшого размера, и наш уфимский художник Сергей Станиславович Петров разработал его, и мы его изготовили, по нашему заявке, и, собственно говоря, его вручался. Этот значок, и он нагрудный, то есть награжденные его будут носить и носят, наверное, с большим удовольствием. Там щиток в обрамлении дубовых и лавровых листьев и флаг Республики Башкортостан, и написано «Отцовская доблесть». Вот. Соответственно, были призы, которые нам любезно предоставили наши партнеры, несколько фирм. Большое им спасибо, их всех мы назвали. И эти призы были очень такие трогательные. Там и торт с изображением нашего знака, и рюкзак, и другие вещи. Вот. И я еще хотел бы отметить, что этот конкурс отличался от прошлого раза очень интересным моментом. И я бы его хотел отметить. Ряд предприятий и организаций проявили свою гражданственную позицию. И они выдвинули своих работников. И это, например, Башспирт, потом Башавтодор, если не ошибаюсь, станции скорой помощи и ряд других организаций. Вот получается, что руководители этих организаций занимают очень серьезный социальный момент в работе со своими, они работодатели, а у них рабочие. Но у них не просто рабочие руки. И те, кто пришел с 6 до 7 или с 9 до 6 отработать, а это люди, о которых они думают. И думают о том, что они имеют свои семьи, еще что-то. То есть это социальная напряженность руководителей и большая честь, и мы об этом говорили и говорим тем руководителям, которые об этом подумали и предложили. Потому что у нас выдвигали же муниципалитеты, в первую очередь, разумеется, территория. А здесь у нас были еще и производственные структуры, которые выдвинули своих лучших отцов, как они считают. И это молодцы. И так и должно быть. На самом деле это говорит о зрелости нашего бизнеса, большого, серьезного. Я думаю, в следующие разы это будет более шире.
Вот. Ну, и вот я еще просто хотел дополнить, в чем была проблема. В том, что мы рассматриваем отцовство как элемент гражданского общества. И вот как раз хотела спросить у вас, те, кто получил значки, прежде всего это синоним, вот отцовская доблесть равно, да, ответственность, да, а что еще? Ответственность и интеграция детей в общество, то есть то, о чем мы говорим, да, вот в интеграции детей, в вовлечении их в общественную жизнь. У нас раньше была все-таки немножко другая система, ну, отцы, она не везде отцы, но у нас была какая-то еще дворовая жизнь, сейчас ее нет из-за того, что дети больше в гаджетах сидят, так сказать, в других вещах. Время изменилось, но не стоит по этому поводу, наверное, сильно горевать, просто время другое. Но мы должны понимать, что политическая социализация личности, и именно отцовского характера, потому что есть еще и материнская доблесть, материнская слава, и материнство это прекрасно, и мы об этом всегда говорили и говорим, и то, что праздник матери существует, это замечательно, и у нас есть праздник семьи вообще-то, и теперь вот еще отцовская доблесть. Это разные грани одного большого кристалла. Большого кристалла, который означает граждане Российской Федерации. Но для того, чтобы этот кристалл вот сверкал, блистал, должны постараться и мать, и отец, и семья, и там и общество в конечном итоге, школа, но в первую очередь там есть одна грань, которая зависит от отца. И поэтому мы вот стали рассматривать именно отцовскую доблесть как очень важный элемент. И, как оказалось, и президент Российской Федерации тоже так думает. Вот как раз сон в руку ваша фраза, да, то, что практика Башкортостана, и вот мы видим на федеральном уровне учредили День отца. Как вы понимаете такое совпадение? Мы впереди получились, потому что у нас уже второе награждение в России, только был праздник учрежден. Я думаю, в дальнейшем эта тема будет развиваться, и я хотел бы отметить, что вот когда мы анализировали наших отцов, вот эти 184 кандидата, которых мы прочитали биографии, то мы отметили такую вещь, что наша республика спортивная, хочу сказать, наша республика многодетная, то есть она вообще такая серьезно относится к детям. Наша республика музыкальная, а наша республика очень трудолюбивая, есть трудовые династии, и мы их там тоже нашли, и наша республика социально ответственна. То есть вот этот гражданственный порыв у людей есть, причем жителей как села, как города, это вообще не имеет никакого значения. Вот в этом плане общая какая-то вот линия, она прослеживается. И когда мы будем говорить, что есть вот Башкортостан, и вот есть жители Башкортостана, имеют какие-то свои позиции, да, вот отцовская доблесть показывает, наверное, есть. Поддержка отцовства и вообще, в принципе, внимание государства к этому институту, да, внимание к тому, что важно быть ответственным отцом, который воспитывает детей и готовит их быть активными гражданами. С вашей точки зрения, почему это важно для государства и какой эффект и когда мы можем увидеть? Эффект, он очень сложно будет даваться, но он будет даваться. Почему? Потому что ну, во-первых, у нас отцы тоже разные. У нас есть отцы, которым очень много лет, там, и 80, и больше, и их дети, эти уже дети тоже им тоже много лет там. Но это все равно отцовская доблесть. Но это традиции, затем уже у них есть и внуки и так далее. Да. А есть отцы, которые вот молодые, дети еще, так сказать, здесь пока что дети еще не взрослые. А какой-то эффект с того, что мы вот так награждаем и выделяем, он, конечно же, будет обязательно. Дело в том, что должно измениться отношение в обществе. Но мы должны общество, ну, скажем так, не то что подталкивать. Вот дело в том, что само общество, оно всегда регулирует ситуацию внутри себя. Но если, например, очень много такого маскулинного, ну вот война проходит, ну была вот, да, Великая Отечественная, там еще что-то, какая-то опасность была вот тогда, ну холодная война, вот, могла быть какая-то война, какая была маскулинность. То есть тогда было больше вот увлечение, такая женщина пошла в профессию, скажем так, да. То есть у нас через какое-то время мы обнаружили, что школа стала феминизированной, то есть одни женщины. Ну вот я учился, у меня в школе были мужчины, преподаватели, их было много, это как-то было, причем они многие же были фронтовики. Вот. И это было нормально. А сейчас преподаватели женщины. Мы стали говорить, что это не совсем так. Но феминизация образования не есть хорошо. Это неплохо, но и не очень хорошо. Может быть, в какой-то степени феминизация медицинской службы, да, медицины. Там должна быть какая-то пропорция.
как-то насильственно, какими-то указами, законами этого не сделаешь, это не надо делать. Но общество само регулирует. И через какое-то время мы видим, что и мужчины идут в школу, например, и мужчины идут куда-то. Но для этого мы как раз показываем, общество само просит или предлагает и саму идею, вот давайте отцовская доблесть. Давайте не забудем, что у нас есть отцы. И то есть здесь опять мы поворачиваемся в сторону вот второй половины. То есть каждая семья, это две половины, но общество, оно это понимает. Те, скажем, фантазии или какие-то идеи, которые там проецирует Евросоюз, там родитель 1, родитель 2, еще что-то, они на самом деле, можно сколько угодно смеяться, там, но дело в том, что я специально, когда езжу за рубеж или в другие вообще регионы, стараюсь разговаривать с людьми, спрашивать. И я, например, знаю мнение немцев, жителей Нидерландов, которые против этого. То есть они говорят, нет, а мы хотим, чтобы у нас был отец и мама, мать. Мы не хотим это отец один, отец или мать два, там родители один. Люди, обычные люди не хотят этого. И это просто навязывается. И, в принципе, да мы все одинаковые. В какой стране бы мы ни жили, потому что у всех есть мама и папа, или были. И, разумеется, вот этот элемент, он держит общество, понимаете? Есть определенные структуры, которые, вот я не случайно говорю про кристалл, некие такие решетки внутренние, которые удерживают общество, и существует определенный баланс. И поэтому сейчас пошел запрос на отцовство, чтобы у нас была какая-то вот тема немножко такая мужская. Это не означает, что теперь мы только должны про отцов говорить и забыть про матерей там, или про вторую половину семьи. Но вот пошел такой баланс. И это регулируется обществом. Общественная палата лишь услышала вот эти идеи несколько лет назад, и в прошлый созыв у нас сделал первый конкурс. А сейчас у нас уже второй конкурс, и мы тоже, работая над вот этими биографиями этих людей, над материалом, мы сами для себя тоже понимаем, что мы должны выделить. Вот какие элементы отцовства, что для нас важнее. Может быть, сейчас это так, а через 2-3 года для нас будет отец, может быть, другой человек, другой параметр появится, общество. Все же меняется. Поэтому это будет очень изменчиво. Но пока что мы вот выделили такие параметры. Человек, который вовлекает своих детей и всех остальных детей в служение обществу, в общение, в гражданственную имеет позицию и занят каким-то очень важным делом. Буквально 30 секунд остается. Для тех, у кого нет отцов, да, у нас очень много неполных семей, где и на кого где им видеть этот хороший пример, да, и на кого равняться, если коротко. Я думаю, примеров таких много, которые нам дают и литература, и искусство, и, в принципе, вот наши соседи, или вот те люди, о которых мы говорим, о которых мы показываем. Биографии вот этих всех 27 человек, которых мы награждали, и там было очень много, кстати, из Госдумы, и министры были у нас, и, в общем, наша палата, и Константин Борисович, большое ему спасибо, он пришел. И они как раз вот это подчеркивали, что мы гордимся этими людьми. Вот с них надо брать пример. Спасибо вам большое, Рамиль Насибуллович. Сегодня гостем программы «Интервью» был заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Рамиль Рахимов. И мы говорили о том, что отец в пример – это сегодня данность, и можно равняться на победителей общественной награды «Отцовская доблесть».